Я полагаю, что нет ничего удивительного в том, что у человечества есть свобода мысли, свобода верить, свобода учить. Гораздо важнее иметь пищу, а питание – это пища для ума. Тот, у кого сильный ум, не будет рабом ни у кого. Сила нации заключается в силе ума. Разрушая разум, ты уничтожаешь нацию. Для нас большая честь учить истинам всемогущего, и как мы рады Твоему присутствию, и как мы рады видеть Тебя. Бог щедро благословит тебя. Мы изучаем важную истину, которая имеет отношение к судьбе мира, в котором ты живешь. Мы живем в последние дни, когда Слово Божье учит нас в 4 и 1 послании к 1 Тимофею, где говорится, Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые будут отступить от веры, прислушиваясь к духам обольстителям и учениям бесовским. Вот так мы и живем в те времена прямо сейчас. И нам нужна армия. Богу нужна армия. Богу нужна армия вторжения. Бог не хочет, чтобы церковь сегодня занимала оборонительную позицию, постоянно защищая себя. Что же мне делать? Нет, измени ситуацию. Переверни мир. Мы те, кто меняет мир. У нас есть власть, у нас есть направление, у нас есть сила. Мы должны великолепно использовать это в данный исторический момент, чтобы изменить мужчин и женщин от власти дьявола к силе Бога. В этой серии уроков, посвященных демонам и освобождению, мы подошли к уроку, который называется «Библейские имена сатаны». Если у тебя есть враг, как ты его идентифицируешь? Откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? Если у тебя есть учебная программа, обрати внимание на страницу 13, и мы начнем этот урок вместе. Это еще один из таких длинных уроков, и поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы охватить материал как можно лучше. Сатана — загадочная личность в нашей Вселенной. По его именам можно определить некоторые из его деяний, которые он совершает на этой земле. Он упоминается в Библии в Слове Божьем более 200 раз под самыми разными именами. Бог не хотел, чтобы ты упустил этот факт и истину. В твоей душе есть враг, и у тебя есть божественное побуждение уничтожить его, и что ты не жертва его дел. Но ты торжествуешь благодаря воскресшему Господу Иисусу, который поставил ногу ему на голову, подчинил его себе и вышел с ключами от смерти и ада. And subdued him, and came forth with the keys of death and hell. В 1 и 8 актах он говорит, «И я даю тебе силу». Слово «сила» означает «власть». «И я даю тебе власть после того, как на тебя сойдет Святой Дух». Таким образом, у нас есть полномочия решать эти вопросы. На сегодняшнем уроке, посвященном библейским именам сатаны, мы начнем с того, что его называют принцем. И это означает, что он не является человеком низкого уровня. Когда-то он был архангелом. Теперь он носит титул принца. Ты узнаешь об этом из 2 главы послания к Ефесянам и 2 стиха. Там говорится, что он является князем власти наследника. Таким образом, принц говорит нам о высоком положении лидера, а также о правлении. Принц — это правитель. Власть говорит нам о сфере правления, которая, вероятно, представляет собой область над землей и вокруг земли. О том, что он принц и власть, принц и власть. У него есть имя, а также область, где он может править, принц и власть. И его область силы находится в воздухе прямо над землей. Именно по этой причине он так сильно ненавидит телевидение. Мы вторгаемся в его область. Мы уничтожаем его в самом центре его власти в эфире, и ему это не нравится. Почему бы тебе не остаться на земле? Он может терпеть тебя. Но когда ты поднимаешься в воздух, ты оказываешься прямо в его стране и уничтожаешь его на его родной базе. Теперь, поскольку сатана — это дух, он может перемещаться в пространстве с невероятной скоростью, как и другие духи. Ты узнаешь об этом из 10 главы Евангелия от Луки и 18 стиха. На самом деле духи, подобные Богу, могут находиться там, где находится их мысленная жизнь. Они могут мысленно находиться в определенном месте, и это помещает их в это место. И ты, и твое воскрешенное состояние сможете точно так же перемещаться по Вселенной, но не за счет движения скорости, а за счет мысли. Ты захочешь быть там, и ты будешь там. Именно так обстоят дела с духами в настоящее время. Очень важно, что в Библии божеству дается такое же обозначение, как и Иегове. Это встречается в 8 главе книги Даниила и 11 стихе. Таким образом, принц — это предназначение, данное Христу. Об этом говорится в 9 и 6 главах книги пророка Исаии, 3 главе книги Деяний и 15 стихе, а также в 1 главе книги Откровения и 5 стихе. Это также обозначение, данное Христу. Это имя, данное первосвященником храма. Ты найдешь его в 43 главе книги пророка Исаии и 28 стихе. Это также имя, данное вельможе и царям в 10 и 8 главах книги пророка Исаии и в 17 и 6 стихах. Таким образом, это показывает силу, могущество, положение, которым обладает
обладает дьявол и которым он обладает благодаря тому, что когда-то был архангелом на небесах, прежде чем был понижен в должности и изгнан из-за своего бунта на небесах. Его называют не только принцем воздуха, но и принцем этого мира. Теперь его трон находится в воздухе, но его называют принцем этого мира. В 12 главе Евангелия от Иоанна и 31 стихе, а также в 16 главе Евангелия от Иоанна и 11 стихе сатана описывается как князь этого мира. Это означает невозрожденный мир, а не наш духовный мир. Это означает, что мир, который отпал от благодати и отошел от Бога. Мир, который следует за ним в его желаниях, чтобы служить ему, это мир, где он является королем и принцем в этом мире. Его также называют не только князем мира, но и князем тьмы. В 6 и 12 посланиях к Ефесянам сатана описывается как князь тьмы, то есть он и есть князь тьмы. Это раскрывает его черную природу, тьму, в которой нет никакого света вообще и никоим образом. Его полное пренебрежение истиной и разумом. Здесь нет никакого света, все погружено во тьму. Все его речи — ложь. Все его работы замаскированы. В нем нет света. Все его работы черны и мрачны. И он действительно, безусловно, князь тьмы. Ты должен это знать. Ты должен осознать это и никогда не ожидать, что из этой области будет исходить какой-либо свет. В Евангелии от Матфея 12:24 он описывается как князь дьяволов, что он стоит над всеми духами и миром духов, которые мы изучали на нашем последнем уроке, что он является их принц. Будучи Богом этого мира, не просто князем этого мира, но и Богом этого мира, во втором послании к Коринфянам, 4 и последующем, говорится, что он назван Богом этого мира. Здесь говорится о том, в кого Бог этого мира ослепил умы тех, кто не верит. Люди, которые отказываются верить в Бога, в истину, в Библию, в церковь, в небеса и в ад. Библия говорит: прими это или оставь. Библия это говорит о том, что вы были ослеплены, интеллектуально ослеплены существом, называемым Богом этого мира. Это довольно сильно сказано. Бог этого мира, Он ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который является образом Божьим, не засиял на них. Поэтому, когда человек говорит: «Нет, я не верю», я отказываюсь верить, что этот человек одержим Богом этого мира, который является сатаной, и он был ослеплен. Бог этого мира надел на него шоры, завесил ему глаза. Это просто означает, что мужчины и женщины поклоняются духу, которого они не осознают, не признают и не знают. Они были обмануты в этом. Таким образом, сатана — это бог этого мира, и он является богом этого мира и языческих людей. Для языческих людей он их бог. У них есть странные проявления в поклонении идолам, и у меня были священники, которые много раз говорили мне, что это неправильно. Этот идол не обладает никакой силой. Это дух идола. Это дух идола. И он говорит, что есть много духов, и у нас должно быть много идолов, потому что есть много духов. И этот дух может сделать что-то одно, и этот дух может это сделать. Как видишь, мы знаем, что они делают. Они поклоняются дьяволу. Они не поклоняются идолу. И именно поэтому западные люди скучают по этим людям. Они думают, что эти гротескные существа, которые у них есть, настолько ужасны, что на них страшно смотреть. И они сказали: «О да, это я сделал. Я сделал это из дерева или из камня, или из золота, или из серебра. Но в этом есть что-то большее. В этом есть сила, которая проникает в него. Я попросил их показать мне отверстие позади идола и сказать: вот здесь он входит и выходит. Но ему даже не нужно отверстие. Дух может пройти сквозь твердое тело. Так что в этом, безусловно, нет необходимости. Итак, сатана — это бог язычников. У них есть странные проявления в поклонении идолам. В конечном счете они служат дьяволу. И, конечно же, они думают, что это добрый дух, а на самом деле они служат сатане. Они должны проанализировать это и понять, что это нехороший дух в том, что он делает. А в 12 главе Евангелия от Иоанна и 31 стихе говорится, что сейчас происходит суд над этим миром. Теперь князь этого мира будет изгнан. Придет время, когда сатана будет изгнан из воздуха. Он будет низвергнут со своего места причинения вреда людям, обмана людей, обладания людьми, и Библия говорит, что он будет изгнан. Это означает, что он ушел. Теперь это существо, о котором мы говорим, не только князь воздуха, но и князь земли. Мир, князь тьмы, бог этого мира, он также является королем. С тобой все в порядке? В 9 и 11 главах Откровения говорится, что у них был царь над ними, который является ангелом бездны, чье имя на древнееврейском языке забыто. Но на греческом языке его зовут Аполеон. Об этом говорится в 9 главе Откровения 9 и 11. Таким образом, он присваивает себе положение, которое гласит: «В преисподней я царь там». Я царь там. Ну, знаешь, это не самое лучшее место для того, чтобы быть королем, но он заявил о своем королевстве, и поэтому он там. Теперь мы читаем в 6 и 12 посланиях к Ефесянам, что ты знаешь подробности о царе, царской области, царстве дьявола. Там говорится, что мы боремся не против плоти и крови. Христианин сражается не в физической сфере, а в мирской сфере.
Он говорит, что мы сражаемся с княжествами, нашими княжествами, областью, над которой правит князь, против сил. Это те авторитеты, о которых мы тебе рассказывали, и проблемы, которые исходят от дьявола, требующего этого. Требуя этого и заставляя вас подчиняться его воле и его силе против сил, против правителей тьмы этого мира. Существуют правители, короли. Они правят тьмой. Ты только подумай о тьме в нашем современном мире, о порнографической литературе, об инцесте. Знаешь ли ты, что инцест — это демоническое явление? Когда ты берешь в дом прелестного маленького ребенка и жестоко обращаешься с ним, будучи взрослым человеком, ты хуже, чем просто грубиян? Я имею в виду грубую силу, вот видишь. Также и мы, правители тьмы этого мира, выступаем против духовного зла в высших сферах. Таким образом, мы идентифицируем демоническую силу. Мы определяем ее источники, из которых она исходит. В Слове Божьем мы показываем тебе, как она претендует на роль царя, Бога, принца и мира, в котором мы живем сегодня. Но теперь ты можешь вернуться к чему-то большему, чем это. Этот человек, это существо, о котором мы говорим, которое является дьяволом, когда-то было помазанным херувимом. Он был одним из небесных архангелов. В Иезекииле 28:14 сказано: «Ты помазанный херувим, который покрывает». Что это создание покрывало престол Божий, что оно было таким величественным и великолепно созданным, совершенным в красоте, как говорится в Библии, и совершенным в мудрости, как говорится в Библии. Он говорит: «Я поставил тебя таким». Ты был на святой горе Божьей и ходил взад и вперед среди огненных камней перед престолом Божьим. Кто это? Какая слава, какое величие! И он вышел из этого состояния из-за честолюбия. Он говорит, что я вознесу свой трон выше звезд Божьих и стану его Богом. А Бог был его создателем. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь быть таким же великим, как Бог. Ты не можешь этого сделать, потому что Бог есть Бог, а ты его творение. И сосуд не может сказать тому, кто его создал: «Я буду чем-то». Сосуд должен подчиняться тому, кто создал этот сосуд. И поэтому он предстает перед нами не только как помазанный херувим, но и как ангел света. Поэтому ты должен узнать его не только таким, каким он был, но и таким, какой он есть. Дьявола называют ангелом света, и это связано с его обманом в человеческом мире, где он появляется как ангел света. Он известен под словом Люцифер. В 14 и 12 главах книги пророка Исаии говорится: «Как ты мог упасть с небес, о Люцифер?» Там говорится, что ты также известен как сын утренней зари, а солнце как СОН, сын утренней зари. Ты олицетворяешь яркость и великолепие нового дня. Ты солнце нового дня, нового мира, нового света. Он был человеком, которого высоко ценили на небесах. И вот он говорит, что ты упал с небес. И он также говорит о нем здесь. Здесь говорится, что ты низвергнут на землю. Его сегодняшняя деятельность ограничена землей. В воздухе он король. На земле он манипулирует людьми. Послушай, что там говорится о нем. Там говорится, что ты действительно ослабил народ. Каждая нация, которая когда-либо была ослаблена дьяволом. Сегодняшняя слабость нашей страны в ее экономике, политике и морали исходит от дьявола. Если бы церковь только знала, кто ее враг, и преследовала его, они могли бы уничтожить творение дьявола, которые являются проблемами в нашей стране сегодня. Бедность — это демоническая вещь. Большинство людей, вовлеченных в бедность, также являются расточителями. Видишь ли, они растратили все, что когда-либо давал им Бог. Просто выбросьте это в канализацию. Даже если у них есть деньги, на следующий день у них их не будет. Видишь ли, все это летит коту под хвост. Они также расточители. Так что, когда они находят Иисуса, они перестают быть расточителями и больше не страдают от нищеты. Я знаю это по своей пасторской деятельности. Люди вырастают из ничего и становятся богатыми, потому что перестают тратить свою энергию впустую и отдают ее Богу. Так вот, этого человека называют помазанным херувимом, ангелом света. Его зовут Люцифер. В 12 и 9 главах Откровения говорится: «И был изгнан великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной». Видишь ли, Бог хотел, чтобы ты знал его различные имена для цели идентификации. Это так необходимо, чтобы иметь возможность идентифицировать человека, индивидуальность или организацию. В целях идентификации Бог говорит, что этот великий дракон был изгнан. Это и есть тот древний змей. Его называют дьяволом. Его называют сатаной, который вводит в заблуждение весь мир. Это точно говорит о том, что он сделал. Он вводит в заблуждение весь мир, Африку, Индию, Европу, Америку. Он был изгнан на землю, и его ангелы были изгнаны вместе с ним. Вот так они и оказались здесь. Разве ты не рад, что Слово Божье дает тебе истину об этих великих вещах? В этом стихе он назван драконом. Это также содержится в 12 и 3 стихах Откровения, а также в 20 Откровении и стихах со 2 по 7 ты найдешь это. Тебе также следует прочитать 14 главу книги пророка Исаии и 29 стих, чтобы понять, о чем именно мы говорим. Там также говорится, что его называют сатаной.
И это один из его титулов, который он носит. Мы не можем вдаваться в его значение и все такое прочее. Если бы ты это сделал, каждое из этих действий стало бы целым уроком. Именно здесь мы ожидаем, что ты углубишься в Слово Божье и откроешь для себя их значение, потому что в каждом из этих имен отражено то, как он действует. Его имена соотносятся с его функциями, с тем, что он действует среди людей как обманщик, как ангел света, как пастух. В Библии он также известен как змей. И это началось еще в 3 и 14 главах книги Бытия, где Ева сказала: «Змей обольстил меня». Змей обольстил меня. И этому есть много других мест в Священных Писаниях. Это описано на странице 16 вашей учебной программы. Его также называют Вельзевулом. Каждый из этих примеров, как я уже сказал, может стать потрясающим уроком. В стихе 25 10 главы Евангелия от Матфея ученику достаточно быть таким же, как его учитель, а слуге, как его господин, если они назвали хозяина дома Веельзевулом. Слово Вельзевул означает «князь дьяволов». Как же еще они будут называть тех, кто принадлежит к его семейству? Если люди неправильно называют тебя и обзывают плохими именами, помни, что они поступили с Иисусом точно так же, и это ничего не значит. Просто забудь об этом. Просто забудь об этом. В 12 стихе Евангелия от Матфея и в 24 стихе говорится: «И когда фарисеи услышали это, они сказали: этот человек изгоняет бесов не иначе, как с помощью Веельзевула, князя бесовского». Итак, сатана и дьявол, как ты его знаешь, одно из его имен — слово Веельзевул, то есть дьявол, принц дьяволов. Кроме того, он назван Велиалом во втором послании к Коринфянам, 6 и 15. Какое согласие имеет Христос с Велиалом? Это есть и в других местах Слова Божьего. Мы бы хотели, чтобы ты также проследил за этим. У нас есть целая страница, на которой ты можешь делать заметки, прямо напротив 16-й страницы. Какую часть своей веры он разделяет с неверующим? У них нет никаких общих частей. У них нет никаких общих частей. Дьявол и Иисус не имеют никакого отношения друг к другу. Тебе лучше поверить мне. У них вообще нет никаких отношений. Его также называют противником. Теперь ты переходишь к чему-то интересному, потому что ты понимаешь, что Вельзевул — это нечто большее, чем просто противник. В 5 и 8 стихах первого послания Петра говорится: «Будь трезв, будь бдителен». Под словом «трезвый» не подразумевается алкоголик. Некоторые люди говорят, что он на всю нашу жизнь, и это только усиливает их умственные способности. Будь трезвым. Начни разумно размышлять о том, откуда я взялся, куда я направляюсь, что означает здешняя жизнь, является ли эта жизнь подготовкой к более великой жизни, или же она сама по себе является целостностью. Будь трезвым. Это означает оценивать жизнь. Пойми жизнь. Не будь дураком. Я понимаю, что такое жизнь, что такое смерть и что такое новый мир по ту сторону. Будь таким, будь бдительным. Это означает быть бдительным. Теперь, сосед, ты можешь пройти через всю эту жизнь, и если ты не будешь осторожен, то попадешь в ловушку. Ты попадешь в ловушку дьявола. Миллионы людей попали в ловушку дьявола. Я могу гарантировать тебе, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, никогда не собирались им становиться. Дьявол заманил их в ловушку. Бог не хочет, чтобы дьявол заманил тебя в ловушку. Он говорит, что твой противник, дьявол, должен быть бдительным. Это и есть бдительность. Нигде не попадайся дьяволу на глаза. Просто будь бдительным. Твой противник, которым является дьявол, по его словам, похож на рыкающего льва, который бродит повсюду в поисках того, кого он может поглотить. И поэтому ты должен знать, что у тебя есть противник. Противник — это тот, кто сражается с тобой. Противник — это тот, кто выступает против тебя. Противник — это тот, кто ищет все возможные способы уничтожить тебя. Ты должен противостоять своему противнику. Его также называют обвинителем братьев. Я хотел бы рассказать тебе о 12 и 10 стихах Откровения, а также 7 и 8 стихах 1 главы книги Иова, в которых говорится, что он обвиняет братьев. Иногда это самобичевание. Самобичевание — это обвинение самого себя. Он и есть обвинитель. Он скажет: ты не прав, ты не хороший, ты не спасен. Он знает, что он лжец, но он обвиняет братьев во лжи. Не верь тому, что он говорит. Если ты исповедал Иисуса Христа как своего Спасителя, ты спасен. Так сказано в Библии. Так что основывай свои силы на этом великом факте. Так вот, этот человек также называется врагом. Я думаю, тебе следует углубиться в это. Твой враг не проповедник, твой враг не церковь, твой враг не диакон, твой враг не учитель воскресной школы, твой враг — дьявол. В Евангелии от Матфея 13:39 враг, посеявший их, — это дьявол, жатва — это конец света, а жнецы — это ангелы. Теперь здесь Иисус раскрывает вам всю полноту человеческой жизни в главе 13 и стихе 39 Евангелия от Матфея, как в церкви. Там было посеяно семя, которое не было хорошим семенем. Это было плохое семя, это были сорняки. И он говорит, что тот, кто посеял, это дьявол. Где бы у тебя ни было что-то хорошее, дьявол всегда привносит в это что-то плохое. Тебе лучше поверить мне. Он говорит, что именно он сеет плохое в хороших вещах. Жатва — это конец света, а жнецы — это враги, ангелы. Значит, твой враг — дьявол. Он также является искусителем. Это 4 и 3 главы Евангелия от Матфея. Его также называют лукавым. Это главы 13 и 19 Евангелия от Матфея. Его также называют вором, разбойником. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 10 и 10 стихах. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы ты мог иметь жизнь и иметь ее с избытком».
Итак, вор — это дьявол, а тот, кто исцеляет, спасает и помогает, это Иисус. Он и есть тот самый человек. Также в 8 и 44 главах Евангелия от Иоанна он назван убийцей. Одно из его имен — убийца. Давай прочитаем это в 8 главе Евангелия от Иоанна, 44. «Вы от отца вашего дьявола, и вы будете исполнять похоти вашего отца». Он с самого начала был убийцей. И он не пребывает в истине, потому что в нем нет истины. Когда он говорит ложь, он говорит от своего имени, потому что он лжец и отец всего этого. Это дало тебе некоторое понимание. Изучи это медленно и увидишь, к чему ты придешь. 44 года твой враг, дьявол, также является убийцей. В 5 и 8 стихах первого послания Петра он назван рыкающим львом. Да, но я хотел бы сказать тебе, что, по-моему, он потерял все свои зубы. Это все из-за рева. И если ты собираешься убегать и пугаться из-за рева, ты проиграешь битву. Но помни, что Иисус — лев из колена Иудина, и теперь он может рычать на него. Он может обратить его в бегство, и тебе лучше поверить в это. В Евангелии от Иоанна 8 часов 44 минуты он также назван лжецом. А в Деяниях 10 и 38 он назван угнетателем, который угнетает людей. Он угнетатель, который угнетает людей. Во втором послании Коринфянам 11 и 3 он назван растлителем умов. Но я боюсь, чтобы каким-либо образом, подобно тому, как змей обольстил Еву своей хитростью, ваши умы не были искажены той простотой, которая есть во Христе. Есть тысячи людей, чьи умы он отвратил от простоты Христа. О, сосед, 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 сосед. Где-то там есть враг. Ты должен узнать его получше. Кто-то сказал, что ты превозносишь дьявола, когда говоришь о нем. Тебе лучше спросить об этом самого дьявола. Я не превозношу его. Я раскрываю его, уничтожаю и низвергаю. Он поверженный враг. Он поверженный враг. Есть и другие имена, под которыми он известен. Мы хотим, чтобы ты понял их, познал их и стал таким человеком, каким хочет видеть тебя Иисус Христос.